рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем к обрыву встать спиной. И вдруг раздался голос детский, наивный, чистый и живой. «Чулочки тоже снять мне, дядя?» Не упрекая, не броня, смотрели прямо в душу глядя трехлетней девочки глаза. Чулочки тоже. И смятением эсэсовец объят. Рука сама с собой в волнении вдруг отпускает автомат. И снова скован взглядом детским. И кажется, что в землю врос. Глаза, как у моей утины. В смятении смутно произнес. Овеянный невольной дрожью. Нет, он убить ее не сможет. Но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках. Снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, а если б дочка твоя вот здесь бы так легла, и это маленькое сердце пробито пулею твоей. Ты человек, не просто немец, ты страшный зверь среди людей. Шагал эсэсовец упрямо, шагал, не поднимая глаз. Впервые, может, эта дума в сознании отравленном зажглась. И снова взгляд светился детский, и снова слышится опять, и не забудется вовеки. Чулочки, дядя, тоже снять? Еще тогда нас не было на свете, когда гремел салют из края в край. Солдаты подарили вы планете великий май, победный май. Еще тогда нас не было на свете, когда в военной буре огневой, судьбу решая будущих столетий, вы бой вели, священный бой. Еще тогда нас не было на свете, когда с победой вы домой пришли. Солдаты мая, слава вам навеки от всей земли. От всей земли благодарим, солдаты, вас за жизнь, за детство и весну, за тишину, за мирный дом, за мир, в котором мы живем. Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, маршируют строя солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют, фейерверки взлетают в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом, эти речи и беседы, это дедушкин альбом. Эти фрукты и конфеты, эти запахи весны. Что такое День Победы? Это значит нет войны. Тоо томсоруп көлбөздөп, убагын жайын желкөздөп, узатып калган селкини көзүнөн чайын желкөздөп, атасы кеткен бирөөнүн айылына кайра келбеди. Бешикте калган баласын бир жолу чиркин көрбөдү. Баласы кеткен бирөөнүн жадырап кайра келген жок. Жайкалган аппак сакалдуу атасы уулу көргөн жок. Майдын айы эркиндиктин булвары, мен отурам айланам гүл бары, жөн отура тунук терең ойлордо. Баштан өткөн күндөрдү эстеп мурдагы. Дайым минтип майрам келген көз жакшы, барын баштап өткөрүү кайрадан. Ал кездерге аккан канды, көз жашты бирге кошсо жетмек канча дайрага. Жеңиш майрамы менен бардык мекендештерди куттуктайм. Байрамыңыздар менен. Стихотворение «Приходят дедушки-друзья». Приходят дедушки-друзья, приходит День Победы. Люблю подолгу слушать я их песни и беседы. Я не прошу их повторять рассказов откровенных, ведь повторять опять терять товарищей военных, которых ищут до сих пор награды боевые. Один сержант, другой майор, а больше рядовые. Я не прошу их каждый год рассказывать сначала о том, как армия вперед с потерями шагала, о том, какая там пальба, как в сердце метят пули. Война, вздохнут они, война. А помнишь, как в июле я просто рядышком сижу, но кажется порою, что это я в прицел гляжу, что это я готовлюсь к бою, что те, кто письма пишет мне, уже не ждут ответа,
что даже лето на войне совсем другое лето. Приходят дедушки-друзья отпраздновать победу. Все меньше их, но знаю я, они придут, приедут.